Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 19 верасня 1991 года Верховны Савет БССР зацвердзіў бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня ў якасці дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба, адпаведна, Рэспублікі Беларусь. І бел-чырвона-белы сцяг і пагоня выкарыстоўваліся ў якасці дзяржаўных да 14 траўня 1995 года. Зараз на дадзены момант бел-чырвона-белы сцяг, вот гаворым менавіта пра яго, не мае ніякага статусу. Але вось пра гэта але мы і пагаворым далей. Маімі гасцямі сёння з'яўляюцца дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевич. Добрый дзень, шановныя сябры. Добрый дзень, прывітанне. Спадарыня Ганна, да вас першае пытанне. Вы з'яўляецеся ініцыятарам, ужо так у народзе называюць, законапраекта аб абароне бел-чырвона-белага сцяга. Чаму вот менавіта зараз, на вашу думку, пришел час этого законопроекта? Начнем с того, что идея этого законопроекта витала в воздухе давно, потому что это исторический факт. Бело-красно-белый флаг и герб погони были государственными символами Республики Беларусь. Даже если не брать там историю 17-18 года, это современная история Беларуси, это 91-95 год, это государственные символы, которые точно так же, наряду с теми символами государственными, которые используются сегодня, должны быть включены в реестр историко-культурных ценностей, и к ним должно быть должное уважение. И, кроме того, существует ряд людей, для которых эти символы чуть более ценны, чем для остальных. И сегодня я считаю, что как никогда пришло время для того, чтобы бело-красно-белый флаг занял свое достойное место в государственной символике. Олег Сергеевич, можна я першым пытаннем звярнуся да вас не як да палітыка, а як да былога супрацоўніка праваахоўных органаў. Я не ведаю, там жартуюць, не жартуюць, што былых не бывае, але тым не менш вы ведаеце гэтую сістэму, вы можете адказаць. Калі я рабіў такую подводку да нашай праграмы, я сказаў, але справа ў тым, што нягледзячы на тое, што бел-чырвона-белы сцяг афіцыйна не забаронены, нягледзячы на тое, што міністр унутраных спраў спадар Шуневіч неаднаразова на мае пытанні казаў, што ніхто не затрымлівае менавіта за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей, ёсць выпадкі, калі ўсё ж такі такія затрыманні адбываюцца. Вот, да прыкладу, падчас мінскага паўмарафона аднаго з удзельнікаў, які бег з гэтым сцягам, затрымалі і адвезлі менавіта у пастарунак з гэтай нагоды. Скажыце, на вашу думку, ўсё ж такі, чаму так адбываецца? Чым кіруюцца тыя супрацоўнікі міліцыі, якія затрымліваюць людзей з бел-чырвона-белым сцягам, калі ён не забаронены? Я считаю, что виновата радикальная оппозиция. Давайте скажем правду, что этот флаг очень сильно политизировали в свое время, и он и остается очень сильно политизированным. В этот вопрос виноваты политики. Везде, где появляются политики в вопросах истории, в вопросах символов, в вопросах оценки исторических событий, всегда все портится. Это касается и куропат, и флага, и герба, и оценки истории. Везде, где появляется политика, все плохо. И поэтому из-за этой политизированности, из-за того, что во многих случаях это ассоциируется с радикальными проявлениями, с радикальной оппозицией, я бы хотел начать вообще немножко с другого. Вся проблема у нас в оценке истории 95-96 года. Все те, кто сейчас выступает за вот этот закон, за принятие этого закона, у них разное понятие истории радикально отличается от моего. Я, например, считаю, что благодаря референдуму 1995 года Беларусь сохранила свой суверенитет и независимость. Если бы Верховный Совет победил в 1995 году, а Лукашенко проиграл, независимой Беларуси бы уже не было. Суверенитета бы уже не было, страна бы была развалена полностью, она бы раскололась на несколько частей. С этого надо начинать. То есть референдум спас независимость и суверенитет. Второй момент. Политики, которые выступают, они виноваты. Политики.
Я вам скажу, вот Дмитрий Дашкевич. Политики виноваты у тым, Да. что супрацоўнікі милиции затримливают вот Потому людей, что бегунов задерживают не за флаг, полумарафоне. а как за несанкционированную политическую акцию. Из-за того, что этот флаг политизировали. Вот смотрите, Дмитрий Дашкевич, он выступает за то, чтобы один из ярких борцов за легализацию бело-красного белого флага. Я к нему отношусь нормально, но если человек в открытую говорит, мы снимем красно-зеленую тряпку и рано или поздно народ про нее забудет. Когда ты так говоришь, ты ставишь крест на всех своих инициативах, и никто не поверит тогда в искренность какого-то исторического вопроса. Это политика, сразу политизация. Это проигрыш изначально. И когда я с уважением отношусь к Анне, она депутат Палаты представителей, ее избрали люди. Значит, и, соответственно, я по-другому не могу с ней общаться. Если люди избрали, значит, она представляет определенную часть людей. Но, значит, чем мне не нравится тот закон, который мы предложили? Автор, БХД. Как можно БХД что-то инициировать? Подождите, БХД там есть. Я вас, Анна, не перебивал, дайте докончу. Значит, я вот недавно обсуждал Куропаты. Приехал на Белсат, меня пригласили, я, вы знаете, услышал много интересных людей, историков, археологов. Слушаю, соглашаюсь. И тут политик появляется. БХД и партия там Зенона Поздняка. В Куропатах расстреливали русских и белорусов. Ёб твою мать. Значит, коммунизм равно фашизм. Значит, коммунистов мы туда не пустим. Коммунистов. Он что, не знает, что коммунисты лежат? В том числе их репрессировали. Он что, не понимает, что такими словами он раз и навсегда раскалывает белорусское общество? Поэтому в этих вопросах, мое мнение, Беларусь должна гордиться тем, что у нас не переименовывают улицы, не сносят памятники. Стоит памятник Ленина, пусть стоит, новые ставьте. Ничего не надо переименовывать, нам не надо никакие символы менять. Второй момент, ребят, когда мы говорим о красно-зеленом флаге, давайте скажем правду. Мы состоялись как государство под этим флагом. Мы прожили больше 25 лет. Благодаря красно-зеленому флагу мы сейчас прожили огромный исторический период времени. Вы что, не понимаете, что это и есть настоящий символ независимости и суверенитета? Ну, законопроект спадарыні Ганны не адмяняе чырвона-зялёны сцяг дзяржаўны на дадзены момант, але я вярнуся. Атрымліваецца, у сітуацыі, калі удзельніка паўмарафона затрымліваюць за чырвона-белы сцяг, вінаваты, ну, грубо кажучи, Дашкевич. Не только Дашкевич, а все, кто до этого. Верховный Совет больше. То есть, а супрацовники милиции не при чем? Поздняк виноват, Верховный Совет виноват. Они политизировали этот символ и тем самым отталкивают от себя людей. Огромное количество людей из-за этого, я тоже их не понимаю, надо не с символами бороться, а с людьми. То есть многие начинают бороться с символами, забывая о том, что надо не с символом бороться, а с политиком. Я не хочу никого обвинить. Я говорю о том, что из-за политизации этого вопроса и возникают все проблемы в оценке исторических фактов. И второй момент. Надо раз и навсегда сказать, что никак это не повлияет ни на независимый суверенитет. Что касается, ладно, конкретный вопрос задали по сотрудникам милиции. Их задерживают, надо же посмотреть протокол. Я уверен не за то, что он флаг нес, а там за что-то другое. Но это все происходит из-за политизации вопроса, из-за политического протеста. История это, если мы будем говорить как историки, не должно быть политиков. Я считаю, в вопросах бело-красного белого флага, Куропат, выгнать надо политиков. Вообще выгнать. Я на Белсат пришел и сказал, выгоните со студии всех политиков, оставьте археологов и историков. И Гайдукевича в том числе. Выгнать или покинуть. И Дашкевича выгоните. И всех повыгоняйте оттуда. И обсуждайте тогда. Потому что иначе ничего не будет. Иначе все это будет чушь, политизация, и никогда толку никакого. Спадарыня Ганна, вы хотите нечто апеллировать? Во-первых, да, я хочу сказать, что у нас есть замечательный пример не политические акции празднования празднования столетия со дня образования БНР, когда бело-красно-белые флаги были символом объединения. И с другой стороны, я говорю о том, что, Олег, вы политик. Если вы считаете, что этот вопрос сильно политизирован, ну, употребите свое политическое влияние на то, чтобы этот вопрос перешел в историческое, в культурное Я русло. и употребил, я не занимаюсь этим. Значит, наша партия приняла решение. Мы никогда не будем поднимать вопросы символов, мы никогда не будем вопросы поднимать переименования улиц, языка, религии, национальности. Посмотрите, что творится сейчас на Украине с учетом православной церкви. Это что, объединит людей? Не надо лезть политикам в вопросы религии, в вопросы, значит, национальности и вопросы символов. И второй момент. Слушайте, в Японии роботы уже скоро рожать будут. Значит, уже технологии новые, я образно говорю, в шутку и всерьез. Технологии везде шагнули. Мы в 21 веке, значит, в Беларуси будем бесконечно, как папуасы, спорить о символах, о значках, кому какой значок одеть. Я вообще смеюсь. Одни говорят, запретить георгиевскую ленточку.
Другие говорят, запретить, приравнять административный штраф за бело-красно-белый флаг. Это все неадекваты. Какие значки кто хочет, тот и носит. Что хочет, на себя цепляет. Никого это не должно интересовать вообще. Да вы Политики в этом анархисты, виноваты. я гляжу, нейки просто. Нет, я считаю, что просто это политизация. И эта политизация вредит Беларуси, и нам надо заниматься экономикой, заниматься ростом зарплат, пенсий, бизнес поддерживать. Я знаю, что Анна много вопросов посвящает поддержке малого и среднего предпринимательства. В этом вопросе она может на меня, на нашего депутата Хищенко в парламенте, который она знает прекрасно, рассчитывать. Значит, на Совет Республики в том числе. Тым не менш, спадарня Ганна, які на сёння лёс вашего законопроекта? Существует ряд процедурных вопросов, которые должен пройти законопроект до того, как он будет внесен в Палату представителей. И первый этап подготовки к внесению – это согласование с соответствующими органами. И вот я направила вместе с Аленой Анисим, мы писали заявление и в Министерство юстиции, и в Министерство внутренних дел, для того, чтобы они знакомились с нашим законопроектом и высказали свою позицию. И следующим шагом это будет оценка Национальным центром законодательства и правовых исследований. Ну и дальше будет внесение в палату, если не будет никаких замечаний. Но я как раз-таки целенаправленно мы с Аленой направили этот законопроект в Министерство внутренних дел для того, чтобы услышать позицию министерства, да, когда, с одной стороны, вроде как использование данного флага не запрещено, с другой стороны, мы знаем, что это может быть опасно. Вот, поэтому хотелось бы узнать позицию Министерства внутренних дел, как они видят историю Беларуси, как они видят сегодняшнюю ситуацию в Беларуси. Кроме того, мы же, как правильно сказал Олег, являемся выражителями определенных идей, определенных людей, и мы направили подписи в поддержку этого. И я считаю, что сегодня в Республике Беларусь должна действовать Конституция. Согласно Конституции, каждый человек имеет право на выражение своего мнения. И если его мнение за то, чтобы бело-красно-белый флаг был в реестре государственных символов, значит, мы должны это поддерживать. И мы не должны арестовывать человека за то, что его мнение не совпадает с нашим. И если он политик, тем более если он политик, он выражает мнение достаточно большого круга людей, и мы должны помогать и поддерживать их. Анна имеет право абсолютно делать то, что она делает. Она депутат, она политик, это ее право, и, безусловно, но мы имеем право спорить с ней. Значит. И я в чем не согласен? Опять же, возвращаемся к оценке истории и политической ситуации. К сожалению, авторы закона, не все, я не хочу всех обижать, ну, например, представители БХД, которые там находятся, и ряд политиков, которые выступают, что они, беря флаг на вооружение, одновременно идеологию проталкивают. Какую идеологию? Должны мы отказаться от 70-летней истории БССР. Коммунизм – это плохо. Значит, красный флаг – это плохо. Значит, оценка истории начинается с их стороны сразу же. С их стороны мы должны принять их парадигмы и догмы, а это бред. Так не должно быть. Это раскалывает общество. Вы поймите, вот сегодня скандал был, вы же знаете, с доской. Значит, установление в городе доски к столетию БНР. Я двояко к этой ситуации отношусь. Но опять же, кто в этом виноват? Политики виноваты. Еще раз повторю свою мысль. К вопросам истории, к вопросам оценки исторических фактов политика вообще лучше не подпускать. Пусть историки спорят. Мы должны с вами, как политики, говорить одно. И Анна меня сейчас поддержит. Не поддержит, пусть скажет. Мы должны ценить историю до 17 года и ценить всю историю после 17 года. Хватит копаться в прошлом. Мы живем 90-ми годами. Вот эти споры о прошлом, об оценке революции, об оценке там до революции были интересны в 94 году. Этим жили все политики. Сейчас, вот я приехал в старые дороги. Люди об этом не спрашивают. Они спрашивают, почему у нас самогон перестали стародорожский гнать, который был лучше, я его сам пробовал, когда работал в МВД. Прекрасный был самогон. Везут дешевый спирт с России, спаивается население, которое стоит дешевле самогонки. Вот что надо поднимать, какие вопросы. Даже это людям интереснее. Хватит в 21 веке копаться в этом. В чем я соглашусь с Анной? Рано или поздно эти споры надо вообще, прекратить. Но после того, как не будет политизации. Почему политические партии, оппозиционные, радикальные, не откажутся от бело-красного-белого флага как символа протеста? Они же только портят. Возьмите, нарисуйте свой флаг, лошадь, коня. Значит, тут у УГП есть конь нарисован. Ходите с конем везде. БНФ пусть нарисует какую-нибудь звезду. Ганна, все ж таки, ваш законопроект политизує в черговий раз бел-червоно-белый стяг, чи нет? Нет, он как раз-таки направлен на разрешение всех этих споров и вопросов. Точно так же, как погоня, она внесена в реестр историко-культурных ценностей. Я могу его использовать, и ни у кого не возникает вопрос, и ни у кого не возникает
желание обвинить политиков в том, что так происходит. Как раз-таки мы, еще раз повторюсь, мы с вами как политики должны способствовать тому, чтобы эти вопросы были разрешены. И мы должны поддерживать плюрализм мнений. И мы должны с вами говорить о том, что если люди к нам пришли и озвучили эту проблему, мы предлагаем им решение этой пусть проблемы. в Академии наук соберутся, в Министерстве культуры соберутся, уберут всех политиков и сидят, дискуссируют. И рано или поздно, я уверен, эта проблема будет решена, но она должна решаться без политиков, без политизации. Возьму куропатый пример. Вот я сидел, спорил, почему меня задело. Коммунистов убрать. Вы поставите... предложило Министерство культуры памятный знак. Слушайте, мы компромисс... Господар Олег, я уже памятный знак плохой. Что я перебиваю вас, мы перервемся на короткий выпуск новинаў. Нагадаю, депутат Ганна Канапацкая, намеснік старшыні ЛДП Олег Гайдукевич у нас у студыі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук у студыі. Абмяркоўваем законапраект аб абароне бел-чырвона-белага сцяга. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. 14:20 у Беларусі. Вітаю пры мікрафоне Ліза Кучарава і запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Штурман расійскага Іл-20, які збілі над Міжземным морам, гэта ўраджэнец Беларусі. Пра гэта паведамляюць СМІ. Гэта 33-гадовы Александр Вячэрын. У яго акаунце ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте паведамляецца, што ў 2007 годзе ён скочыў у Чалябінскую вышэйшую вайсковую вучэльню. У якасці штурмана ў сацсетцы мужчына апошні раз з'яўляўся 4 верасня. Паведамляецца, што ў яго засталіся жонка з маленькім дзіцём. Нагадаем, што самалёт Іл-20 быў збіты ўвечары 17 верасня сірыйскімі сістэмамі супрацьпаветранай абароны. Тым часам Расія абвінаваціла ў гэтым ізраільскіх ваенных лётчыкаў. Стала вядома, чаму на доме па адрасе вуліца Валадарскага, 9, дзе была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка, не могуць павесіць памятную шыльду. Адказ ад намесніка старшыні Мінгарвыканкама Ігора Юркевіча атрымала Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада». Дазвол на вывешванне шыльда быў атрыманы яшчэ ў сакавіку 2018 года, напярэдадні 100-гадовага юбілея абвяшчэння БНР. Аднак потым чыноўнікі Мінгарвыканкама сталі замаруджваць гэты працэс. У афіцыйным адказе за подпісам Юркевіча гэтыя затрымкі тлумачацца негатыўнымі зваротамі з боку грамадскасці. Цяпер рашэнне па ўстаноўцы мемарыяльнай дошкі знаходзіцца на разглядзе. Дарэчы, тэму БЧБ сцяга і ягоную абарону мы абмяркоўваем проста зараз на хвалях Еўрарадыё. У нашай студыі дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і палітык Олег Гайдукевич. Заставайцеся разам з намі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з маімі гасцямі, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай і першым намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Олегам Гайдукевічам мы абмяркоўваем законапраект аб ахове і выкарыстанні бел-чырвона-белага сцяга. Спадарня Ганна, вы сказалі, што зараз гэты законапраект накіраваны на узгоднение там... На получение позиций заинтересованных органов. Да. Вот я считаю, что Министерство внутренних дел очень также заинтересованный орган. Да? Вот, несмотря на то, что Олег обвиняет политиков в том, что бело-красным белым флагом арестовывает, да, я считаю, что Министерство внутренних дел и работники министерства, некачественно выполняющие свою работу, в этом виноваты.
Ну зараз не про гэта. Я хотел до того, что у тым выпадку, калі нават, скажем, Министерство внутренних справ, там, ці Министерство юстиции, ці яшчэ там какие-нибудь структуры, скажем, не узгодняць, там, ці выкажацца супраць гэтага законопроекта, ён усё одно потрапіць у палату прадстаўнікоў да депутатаў, ці не? Да, конечно. Ну, здесь, конечно, давайте будем откровенны. Очень много препятствий на пути этого законопроекта. Я, как депутат Палаты представителей, обладаю правом законодательной инициативы. То есть даже несмотря на то, что государственные органы могут быть против внесения этого законопроекта, это не останавливает меня на внесение. Но меня может остановить, например, какая-то юридическая ошибка, которую выявит Национальный центр законодательства и правовых исследований, которую нужно будет устранить. Или, например, Совет Палаты скажет, что во всем виноваты политики, этот законопроект нас сейчас не важно. Но даже при этом я... Спасибо вот на поддержку еще депутатов от ЛДПР Хищенко. Мы очень тесно работаем с Аленой Анисим. Плюс за мной стоит и белорусские христианские демократы, и очень много общественных организаций, которые и собирают подпись в поддержку этого законопроекта, и проводят работу, рассказывая, что это исторический факт, что бело-красно-белый флаг был государственным символом даже в новейшей истории. Даже несмотря на то, что он был потом, за последние 20 лет, политизирован. Это нужно сегодня белорусскому обществу, потому что каждый из нас имеет право на выражение своего мнения, каждый имеет право на использование бело-красно-белого флага, как даже если это не государственный символ, это ценность для людей и историко-культурная, и моральная, и духовная. Я хочу ответить немножко Анне вначале. Она сказала про поддержку депутата Хищенко. Мы вас поддерживаем в вопросах бизнеса. В вопросе этого законопроекта Хищенко не будет голосовать. Вот за. Вы меня опередили. Я хотел спытаться, коли дойдет до голосования депутата ЛДП. Не будем голосовать за этот законопроект. Он политизирован, на мой взгляд. Я свою точку зрения высказал. Он политизирован. Я хочу сказать, что наше общество, Анна сказала, общество хочет решения этого вопроса. Общество хочет, чтобы его не раскалывали. Общество не хочет потрясения. Общество хочет роста зарплат, пенсии, укрепления суверенитета, независимости и объединения людей. Сейчас крайне важно, вот эти 2 года перед президентской кампанией, парламентской кампанией, это будут самые сложные выборы, на мой взгляд. Именно из информационного давления со всех сторон. Нам надо объединять белорусов. Этот законопроект их не объединит. Я не говорю, что эти вопросы не надо поднимать и обсуждать. Например, у меня есть личный вопрос. Я знаю, что некоторые сотрудники, офицеры в 1994 году под этим флагом принимали присягу. Им что, выкинуть фотографии? Что им детям сказать? А кое-кто и на президентскую кто-то, причем здесь это, кто-то подвиг совершил, ведь многие офицеры погибли в это время, под этим флагом погибли во время службы, им что, выкинуть эти фотографии? Детям сказать, слушай, спрячь это там что-то такое не то. Я не люблю крайности. Я считаю, что когда мы начинаем бросаться в одну крайность и в другую, никогда наша страна единой не будет. Но когда те политики, которые выступают за бело-красно-белый флаг, поддерживают, например, лезут, хотят, чтобы Беларусь влезла в события на Украине. Поддерживают радикалов на Украине. Я не говорю про Анну сейчас, это к ней никакого отношения не имеет, сразу оговариваюсь. Значит, когда эти политики кричат, что мы снимем красно-зеленый флаг, эту тряпку, которой я горжусь, наша партия, кстати, пусть все слышат, единственная в 95 году из партий поддержала Лукашенко на референдуме. Коммунисты предали. Все партии предали. В Верховном Совете были коммунисты. Единственная партия, которая поддержала Лукашенко в 95 году на референдуме, была либерально-демократическая партия. Спустя годы я горжусь этим решением, потому что это спасло страну от развала и раскола. Поэтому законопроект не поддержим. Дискуссию согласен продолжать. Ее надо перенести в Академию наук. Пусть историки занимаются. А к политикам обращаюсь. Прекратите выходить на митинги, на протестные, особенно выносить там какой-нибудь Бандеру с Шуневичем под бело-красно-белый флаг. Это люди не поддержат. Не политизируйте флаг. И чем быстрее тогда вот это вопрос, который вы ставите, Анна, он тем быстрее решится. А ОГП пусть берет лошадь. Значит, у вас прекрасный флаг с лошадью. Единственное, лошади сейчас нечего есть, но ее надо, она исхудала. Но благодаря вам, надеюсь, она найдет себе какую-нибудь травку и будет расти. Еще раз повторю, что у нас есть замечательный пример использования бело-красно-белого флага вне политики. Это празднование столетия БНР. Про БНР, значит, скажу. Хороший опыт. Мне очень понравилось. Вы обещали не перебивать. Извините, молчу. Ну, я уже выступаю. Я виноват женщину, я не перебиваю, тем более депутат. Ну, мы же здесь уже с вами как политики, да, из-за гендерное равенство. Красиво, не буду перебивать. Добре, спадар Олег, вы сказали про вот раскол у громадстве.
Тым не менш, вот глядзіце, на сённяшні дзень атрымліваецца раскол такі, што вось адны ідуць з чырвона-зялёным сцягам, другія з бел-чырвона-белым, і кожны на другога глядзіць коса. Вот вы з дзяржаўным ідзеце, а вы вот з апазіцыйным ідзеце, а ў том выпадку, калі гэты законапраект будзе ўхвалены, калі бел-чырвона-белы сцяг афіцыйна будзе прызнаны культурнай там каштоўнасцю, то будет разрешено, усе разом будут идти у одной колонии и с червоно-зелеными, и с бел-червоно-белыми. У нас есть замечательный пример и нема расколу. Использования двух Видите, флагов. Змитер, вы правильно говорите, а решение неправильное. Значит, не будет, если вот так законопроект принять, значит, с учетом того, что в нем участвовали те политики, будет это воспринято как политизация ситуации и победа каких-то политических так сил. Так долучайтесь, подтримайте. Нет, я считаю, что чтобы этот вопрос решить, надо убрать политиков. Уберите политиков и ведите дискуссию историки, археологи. Уберите политизацию этого вопроса. Прекратите превращать бело-красно-белый флаг в флаг протеста. Но это ж так. Любой оппозиционный митинг проходит под бело-красно-белым флагом. Годами вы это делали. Вы в 96-м году камнями кидались. Не вы, Анна. Значит, и вот я, когда говорили про БНР, я спросил председателя БНФ. Он говорит, мы хотим концерт делать. Я говорю, вы обещаете каждый год плясать и танцевать, а не кидаться камнями? Он промолчал. Если бы каждый год был концерт, не было бы такого отрицательного отношения. Но в 96-м году в нас кидали камнями сотрудников ВД. За что? За то, что мы охраняли общественный порядок. Ведь вот это никогда не принесет ничего хорошего. Вот камни, насилие, агрессия. Значит, вот это уберите. Уберите всех политиков, которые с этим выступают. Все, кто ярый защитник, например, Куропат, некоторые из них делают для Куропат хуже, чем кто. Предложило Министерство культуры символ Куропат поставить. Он же символ должен объединить всех. Или вы хотите поставить какой-то памятник, который приведет к тому, что там выйдут коммунисты митинговать? Или еще кто-то? Это должен быть примирительный монумент. Чтобы туда мог прийти Гайдукевич, коммунист, Анна Конопатская, Хищенко, кто угодно, чтобы он нас объединял. Нельзя делать политизированный памятник. Неужели этого никто не понимает? Поэтому, Анна, мое мнение, вы вправе это все поднимать. И дискуссия нужна. Чем больше мы о чем-то дискуссируем, тем быстрее к чему-то придем. Но моя позиция, везде, вот в этих вопросах не должно быть никакой политики. Тогда эти вопросы решатся. В противном случае это только будет противостояние. Ну, я так думаю, что нават калі вот зараз паслухацца Олега Сергеевича и политиков откинуть от вырашэння гэтага пытання, скажем, Академия наук, да навукоўцы там придуць да высновы, что трэба надаць пэўны статус нейкай каштоўнасці гістарычнай гэтаму сцягу, все одно ўсё вернется до политиков, все одно политику Ганны Конопатской тому ж самому Хищенко, представнику ЛДПБ, давядзецца выходзіць прапановай пэўнага нейкага законопроекта. Или другого акта законодательства. И вы поймите, но это должен быть не политизированный вопрос. И второе, должно пройти время вот, убрать политику у наших радикалов. Зачем вы выходите постоянно протестовать именно с этим флагом? Почему вы превращаете этот флаг в символ протеста? Зачем? Как вы тогда? Мы хотим сделать это историческим символом или символом протеста? А сейчас это выглядит так. Давайте сделаем символ протеста исторической ценностью. Зачем это делать? Кто в этом виноват? Я уважаю нашу историю. Поверьте мне, я не коммунист. Я с уважением отношусь ко всему, что было до 17 года. Я считаю, что каждая эпоха рождает героев и негодяев. Любая эпоха. И говорить, что жизнь началась в Беларуси только в 17 году, я никогда не буду. Но, ребята, политика. Вы хотите просто символ протеста сделать историческим символом. Уберите политику, уберите символ протеста. Тогда этот диалог пойдет. Сейчас большинством общества это воспринимается так. В свое время ЛДП подняла эти вопросы. Мы делали в прошлом году соответствующее заявление. И я увидел, насколько эта тема политизирована. И что я принял, какое решение? Я говорю, так, либерально-демократическая партия, вопросы истории, вопросы смены наименований улиц, вопросы символов никогда поднимать больше не будет. Почему? Потому что это только несет раскол. Людей это, к сожалению, не объединяет. При всем моем уважении ко всем точкам зрения, ко всем политикам, еще раз повторю, радикализм для меня неприемлем ни в какой форме. Поэтому у меня с Анной могут быть по многим вопросам совпадения, по бизнесу, по поддержке еще чего-то. Она не радикал, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что можно найти какие-то точки соприкосновения по многим другим темам. Спадар Нягадам, все ж таки атрымліваецца так, вот нават прадстаўнік
конструктыўнай апозіцыі у палаце прадстаўнікоў спадар Хищенко не падтрымае ваш законопроект. На кого различивать? Ну, я думаю, что я, может быть, немного не соглашусь с Олегом, потому что если к Хищенко придут его избиратели и положат подписи в поддержку этого законопроекта, я думаю, что Хищенко Анатолий придет к Олегу и скажет: Олег, давайте решать эту ситуацию. Решим. У нас партийная дисциплина. В отличие от всех партий, как лидер партии скажет, значит, сегодня это Сергей Васильевич Гайдукевич, так все и проголосуют. У нас нету такого. У нас, кстати, партия самая дисциплинированная. Я считаю, что если депутат избрался от партии, он должен делать так, как говорит партия. Спадар Олег, вот мне цікава, мы тут зараз напярэдадні праграмы гаварылі, і Олег Гайдукевич зрабіў такое прызнанне, што у яго ёсць намер, ну калі партыя падтрымае, з'езд прыме рашэнне, балатавацца ў якасці кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 годзе. Вось вы будете, да прыкладу, будете кандыдатам у прэзідэнты. Ад усіх, атрымліваецца, хочаце прадстаўляць усю Беларусь, усіх беларусаў. Як у пытанні нацыянальнага сцяга вы будете прадстаўляць тых, хто выступае за наданне гэтаму сцягу статуса? Я пообещаю уважать мнение каждого. Я пообещаю, что мы эти вопросы будем рассматривать без политиков. И пообещаю, что никогда в Беларуси мы не будем больше менять символы, менять законы о национальности. Я имею в виду, менять государственные символы никогда не будем. Хватит. Хватит менять. Я отвечаю на вопрос. И я скажу, что все вот эти вопросы мы будем решать без политиков. Я, может быть, поручу Министерству культуры это рассматривать. Но все будет зависеть от политиков, от партий. Как они себя будут вести. К сожалению, они на сегодняшний день виноваты. Вы знаете, почему у нас нет партийных списков в стране до сих пор выборов? Кто виноват? Верховный Совет 95-го года. 96-го. Если бы не этот Верховный Совет, уже бы партийные списки были бы введены, открою секрет, в 2000 году. Потому что они, вот эти партии, как так получилось, и коммунисты, все предали, все занимались только своей карьерой. Из-за этого развитие политической системы тормознулось. А коли по 95-м году они подтримали Александра Лукашенко, як ЛДПБ, то никто бы никого не продал, и все было все бы было хорошо, и в 99-м году бы уже пришли первые выборы по партийным спискам, мы бы сделали огромный скачок в развитии гражданского общества, бело-красно-белый флаг был бы давно уже, может быть, культурно-исторической ценности, никто бы не выходил на митинги и не политизировал флаг, мы бы просто оговорились, что действительно к этому флагу есть вопросы во время Великой Отечественной войны, потому что отрицать этого нельзя. Предатели, к сожалению, его использовали. Но опять же, разве флаг виноват в этом? Виноваты предатели, а не флаг. Я всегда не буду воевать с символами и со значками. Я этого не понимаю. Ну, мы же не пригадываем, сколько людей было репрессовано под червоным стягом. Абсолютно правильно говорите, поэтому, еще раз говорю, воевать с символами глупо. Как и политизировать их глупо, как и глупо их использовать в политических целях. Надо проталкивать политические идеи, а не символы. Спадар Ганна, перспектывы все ж таки гэтага законопроекта. Вот мы абмеркавалі про тое, что вот про падтрымку депутатского корпуса, перспектывы, вот як яны вам бачацца? Очень-очень радужными, потому что, во-первых, у меня есть твердое убеждение в том, что сегодня это необходимо белорусскому обществу, и это как раз-таки будет работать на его объединение, а не на раскол. Как раз-таки это снимет ту политическую или социальную напряженность, о которой говорит Олег, да? Ведь посмотрите, когда человека арестовывают с бело-красно-белым флагом, он уже скептически относится к власти. Да? Он при этом ее уже не поддерживает, а еще его нарушают его права и законные интересы, предусмотренные Конституцией, когда он выражает свое мнение. Значит, с моей точки зрения и с точки зрения тех, кто поддержит этот законопроект, его принятие будет как раз-таки способствовать консолидации белорусского общества. И мы будем точно знать, что за то, что я вышел с бело-красно-белым флагом, меня не будут считать изгоем, или меня не будут оскорблять, или меня не будут арестовывать. Это будет выражение моего мнения того, что я уважаю этот символ и того, что он ценен для меня. Я согласен с тем, что нельзя наказывать за то, что ты вышел с каким-то флагом. Наказывать надо за несанкционированные акции протеста, наказывать надо за нарушение закона, за административный кодекс, только за это. Я с этим согласен. Но опять же, пусть политики перестанут подставлять молодежь. Потому что сколько раз, я помню, задерживают этих бедных молодых ребят, и лидеры партии ими даже не интересуются. В чем вот виноват участник марафона? В чем виноват участник марафона? Не знаю, я протокол не читал, за что составили. Тем не менее, вот мне цікава ваше меркаванне. Уявім сабе, што гэты законопроект будзе прыняты, ухвалены палатай прадстаўнікоў, прыняты.
ці будуць гэты законапраект з улікам вот сказанага вами пра палітызаванасць, што супрацоўнікі міліцыі, нягледзячы на заявы міністра Шуневіча, успрымаюць як палітызаваны сімвалы, таму затрымліваюць людзей, ці будуць яны выконваць гэты закон, калі сцяг будзе прыняты ў якасці культурнай там спадчыны? Я скажу честно и откровенно, я убежден, что рано или поздно мы этот вопрос решим вообще. В принципе, чтобы этих споров больше не было. Вот с этим я с Анной согласен. Рано или поздно этот вопрос надо решить. Каким чином? Покараем усіх, кто хочет белого на белый Нет, это не решение. Значит, решение должно быть такое, что мы должны объединить наших людей и закрыть эту тему. Но мы ее не закроем до тех пор, пока она политизирована. Это я говорю то, что я считаю нужным сказать. Второй момент. Если будет какой-то принят закон, он всегда будет исполняться. В Беларуси все законы исполняются. Я еще пока такого не встречал. А если не исполняются, с этим надо бороться. И вот с этим мы с Анной будем бороться. Если какой-то закон в стране не исполняется, надо делать так, чтобы он исполнялся. Иначе зачем нам говорить о правовом государстве? Поэтому мое мнение, что эту дискуссию надо, самое главное, вести не в политизированном ключе с учетом того, что я сказал. При этом, повторюсь, я с огромным уважением отношусь ко всем точкам зрения. И убежден, что рано или поздно этот вопрос должен быть решен, потому что я об этом сначала говорил. Что делать людям, которые на пенсию ушли в 95-м году под этим флагом? У них все документы, форма осталась. Им что, выкинуть ее? Сжечь? Спрятать? Это тоже неправильно. Поэтому треба принять закон. На улицу со своими фотографиями или под флагом, а их раз и арестовывают. Уберите всех оттуда, БХД, уберите все вот это вот, все, что пытается вот только спортить, все убирать. А как любить? Когда они говорят, что в Куропатах расстреливали только белорусов. Они национальный вопрос поднимают. Это расколет общество. Я очень благодарна белорусским и христианским демократам за поддержку. Я благодарна... Пусть со спиртом борются. Вот у них хорошая тема по спирту. Вот это поддерживает. Дякую вялікі. Тым не менш, я спадзяюся, што вот і гэты вот раскол у палітычнай нашай вот суполцы ўсё ж таки будзе неяк так выпраўлены і знойдзецца паразуменне. Бел-чырвона-белы сцяг без усялякага расколу будзе прызнаны культурнай некой каштоўнасцю, і мы зможем спокойно выходзіць з ім на улицу. Дзякую вялікі. Олег Гайдукевич, Ганна Канапацкая, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыо і Е-прамовы. Чакаем, пакуль закон об обороне бел-чырвона-белага сцяга будзе перададзены дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Слухайце Еўрарадыо. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.